Ел ташнавлаг тендам саламлена. Я неспроста заговорил на марийском языке, потому что сегодня речь о марийском народе в составе Казанского ханства. Поехали! В XIII-XVI веках марийцы занимали территорию, несколько превышающую площадь современной республики Мариэл. На севере они заселяли среднее течение Вятки до реки Пижма, далее среднее и нижнее Поветлужье. Отдельные поселения марийцев встречались в Унженском бассейне. Наряду с мордовскими марийские поселения долго фиксировались в русских документах в междуречье Суры и Оки. Однако основная часть правобережного марийского населения в указанные века разделялась к востоку от Суры в границах современного Горно-Марийского района. Вдоль Волги марийские поселения тянулись до Чебоксара, возможно, даже до Свияги. Восточный рубеж расселения марийцев был близок к современной границе республики, однако на начальном этапе марийские поселения имелись по берегам рек Казанка и Меша. Обособленный район проживания этнических марийцев уже в XV веке отмечается в Приуралье по рекам Каме и Белой. Определить численность марийского населения для XV-XVI веков не представляется возможным из-за отсутствия надежных исходных данных. Численность марийского населения для середины XVI века можно приблизительно высчитать по нескольким известиям казанского летописца и сообщениям Курбского о количестве лугомарийских повстанцев, примерно 20 тысяч человек, с которыми ему приходилось сражаться. Используя эти сведения, можно предположить, что марийцев в середине XVI века насчитывалось от 70 до 120 тысяч человек. Плотность населения не была одинаковой, наиболее заселенным являлось правобережье Волги, известное из источников как горная страна. Населенным считался и район восточнее Малой Кокшаги, в то время как западнее население было малочисленным. В XIII-XVI веках марийцы более четко, чем сейчас, разделялись на локальные этнографические группы. Отличия имелись в материальной и духовной культуре, языке и хозяйстве. Они обуславливались особенностями территории расселения и влиянием различных этнических компонентов, принявших участие в формировании тех или иных групп марийского народа. Горные марийцы проживали по правому берегу Волги, луговые марийцы расселялись восточнее реки Кокшага. К западнее от нее обитали ветлужские и кокшайские марийцы, именуемые учеными еще и как северо-западные. Проживавшие в Приуралье и Прикамье марийцы, известные как восточные марийцы, исповедовали языческую религию, их богами являлись одухотворенные силы природы. Часть марийцев, особенно родовая верхушка, в XVI веке под влиянием соседних татар приняла ислам. Хозяйство у марийцев было комплексным. Они занимались скотоводством, земледелием, существенную роль играли охота, рыболовство и бортничество. Однако было бы ошибкой полагать, что перечисленные отрасли хозяйства у различных групп марийского населения имели одинаковое распространение. В подобные заблуждения впадали многие исследователи, рассматривавшие марийский народ в целом, без учета локальных особенностей. Отличия в хозяйственной деятельности имелись и диктовались разнообразием природных условий в крае. Скотоводству благоприятствовало наличие заливных лугов в поймах, многочисленных рек, особенно на левобережье. Марийцы разводили крупный рогатый скот, овец, свиней, лошадей. Сложнее обстояло дело с земледелием. Археологических данных, подтверждающих наличие земледелия у средневековых марийцев, крайне мало. Многие иностранные путешественники, посетившие в XVI-XVII веке Россию, вообще отрицали наличие земледелия у марийцев. Тем не менее, земледелие у марийцев все же было, но распространялось не повсеместно. В бассейнах Большой Кокшаги и Ветлуги земледелие не получило широкого распространения. Даже и на сегодняшний день западная часть республики Мариэл, где преобладают песчаные почвы и много обширных болот, не является сельскохозяйственно освоенным районом. Налажено было у марийцев и ремесленное производство. Они знали кузнечное и ювелирное дело, деревообработку, занимались выделкой кожи, гончарством. Марийские женщины ткали льняную и шерстяную одежду. Жили марийцы в бревенчатых домах,
небольших, состоящих из нескольких домов деревнях, илемах и заимках, руэмах. Поселения располагались по берегам водоемов, имелись и укрепленные рвами, валами и частоколами крепи и остроги, в которых марийцы укрывались в случае военной опасности. Некоторые из таких острогов являлись административными и племенными центрами. У марийцев была родовая знать, именуемая в русских источниках десятниками, пятидесятниками, сотниками и сотными князьями. Десятинно-сотенная форма управления сложилась в результате организационных мероприятий Золотой Орды с административно-фискальной и военной целью. Такая форма управления в целом соответствовала уже существующей у марийцев племенной организации и поэтому была им воспринята. Сами марийцы именовали своих руководителей лужавуями и кугуоза. Марийская родоплеменная знать в 15-16 веках еще не порвала с народоправием и не возвысилась над чернью настолько, чтобы окончательно поставить родовых общинников в состояние личной зависимости. Не была в их руках сосредоточена и особая принудительная власть по взиманию в свою пользу феодальной ренты. В XVI веке вся родоплеменная верхушка избиралась на общих племенных собраниях. По этой причине выборная марийская старшина пользовалась авторитетом у простых общинников. Их власть среди единоплеменников основывалась не на грубом насилии, опирающемся на оторванную от народа дружинную организацию, а на личном достоинстве, авторитете, поддержке общественного мнения и патриархальной традиции старшинства. Таким образом, в XIII-XVI веках марийское общество оставалось в целом еще социально однородным, не отягощенным какими-либо классовыми противоречиями. Большое значение сохраняла военно-демократическая организация. Это способствовало сплочению марийских племен перед внешней угрозой, придавало им внутреннюю силу. Марийское общество разделялось на рода, которые составляли племена. Одна из марийских легенд указывает на существование более 200 родов и 16 племен. Власть в племени принадлежала совету старейшин, который обычно избирался 1-2 раза в год. На нем решались вопросы о праздниках, о порядке общественных молений, хозяйственные дела, вопросы войны и мира. Из фольклора же известно о том, что раз в 10 лет собирался совет всех марийских племен с целью расширения вопросов, затрагивающих общие интересы. Вооружение марийских воинов состояло из боевых топоров на длинных рукоятках, копий, луков со стрелами и ножей длиной лезвия 9-14 см. Сабли не имели широкого распространения и были очевидны лишь у некоторых военачальников. Тоже можно сказать и о наличии кольчуг. Дошедшие письменные известия и миниатюрные изображения не позволяют сделать вывод о наличии у марийских воинов каких-либо доспехов. Марийские воины могли сражаться пешими, конными и на ладьях. В источниках имеется немало свидетельств о нападениях марийцев на рыбаков, купцов и военные отряды на реках Волги, Каме, Вятке и их притоках. В то же время они не обладали достаточным умением для осуществления крупных боевых операций на воде. В тактике марийских боевых отрядов преобладали методы партизанской войны. Быстрое и неожиданное нападение и столь же стремительное отступление сочетались с умелой организацией засад и применением всевозможных боевых хитростей, на выдумку которых они были неистощимы. Одновременно марийцы не обладали умением сражаться в открытых битвах. Если момент внезапности бывал утерян, они часто терпели поражение. Средством связи марийцев служило специфическое идеографическое письмо в виде знаков тамги, которые наносили на бересту, липовые палки или холст. Использовались также сигнальные трубы. Передавая по цепочке условный звуковой сигнал, марийцы очень быстро могли произвести сбор воинов. В случае необходимости наравне с мужчинами могли принять участие в боевых действиях и женщины. Об этом рассказывается в марийском фольклоре и упоминается иностранцами. Петрей пишет, что марийские женщины так искусны и ловки, что стреляют из луков как мужчины, а когда идут на неприятеля, вооружаются все, и мужчины, и женщины, которые всегда встречают врага с такой же храбростью и отвагой, как и мужчины. Стреляют назад и вперед в неприятеля, который обращается в бегство. Герберштейн добавляет, что марийцы, как мужчины, так и женщины, очень проворны в беге.
Приход хана Улуг-Мухаммада в Казань открыл новую страницу истории Среднего Поволжья. По сообщению казанского летописца, который, очевидно, использовал утраченные впоследствии татарские источники, население края, худые булгары и черемиса положительно восприняли приход хана и татарского войска. И молишь его казанцы быть ему заступника бедам их, и помощников от насилия, воевания русского, и быть и царству строителя, да не до конца запустеют, и повинишися ему, повествует казанский летописец. В условиях, когда Среднее Поволжье периодически подвергалось опустошительным набегам ушкуйников, вторжением русских князей и отдельных татарских отрядов из степей, прибытие сильного войска и хана могло вызвать у местного населения надежду на стабилизацию политического положения в регионе и защиту. В сильной центральной власти были заинтересованы практически все, как булгарское население, так и марийцы, удмурты и чуваши. Этим были созданы условия для установления между марийцами и Казанью союзных конфедеративных отношений. Казань не пыталась подчинить левобережных марийцев своей власти, оставляя им своеобразную автономию. Левобережье, особенно его западная часть, не являлась экономически развитым районом ханства, а лесные промыслы, составляющие основу хозяйства левобережных марийцев, трудно было контролировать и облагать соответствующим налогом. Казанские правители предпочитали довольствоваться тем ясаком, который для них собирали сами племенные марийские вожди. Для них более выгодным был политический союз с марийцами, нежели получение дополнительного ясака. Более независимы были ветлужско-кокшайские марийцы. В местах их проживания не существовало ни дорог, ни четкого деления на сотни. Татарские ясачные книги даже не содержали полной переписи проживающего там населения. Существенно влияла на положение ветлужско-кокшайских марийцев удаленность от центра. Таким образом, проживавшие на левом берегу Волги марийцы находились по отношению к Казани скорее в конфедеративных союзнических отношениях, чем подчинительных. Это позволяло им сохранять относительную самостоятельность, борьба за сохранение которой и стала впоследствии основной причиной длительного сопротивления левобережных марийцев московскому завоеванию. Если с левобережными марийцами у Казани сложились в целом благоприятные союзнические отношения, то на горной стороне они установились более сложные. Привлекала горная сторона завоевателей и как экономически развитый район. Уровень хозяйственного развития горных людей в XVI веке был выше, чем у луговых. Наличие плодородных почв и более теплый, чем в левобережье, климат способствовали развитию сельского хозяйства. Ведущую роль здесь играет земледелие и скотоводство. В земледелии преобладала паровая система с двухпольным и трехпольным севооборотом, хотя в лесистой местности сохранялась еще подсека и перелог. Все население горной стороны было поверстано в податно-военные сотни. Ханские чиновники регулярно посещали селения горных людей и внимательно следили за изменениями в составе населения, занося их в ясачные книги. Это облегчало взимание подушных и посемейных податей, а также иных существующих в ханстве сборов. При всей значимости горной стороны для Казанского ханства она была связана с ним политически, экономически, культурно и этнически гораздо слабее, чем левобережье. Основная причина этого заключалась в том, что она отделялась от остального ханства Волгой, а там постоянно возрастало влияние России. Друзья, история марийского народа будет раскрываться в нашем цикле и далее. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, комментируйте наши выпуски и знакомьтесь с историей вместе с нами. Ассаламу алейкум, ускана ужмешке и до новых встреч. Пока.